Отснял, конечно, 100% я провально и начал на телефон сливать, короче. Ты чувствуешь конкуренцию? Нет. Сколько ты зарабатываешь за сезон? Я вот в одном пиджаке уже несколько лет хожу. Кто видеографы, вы что это, много что ли делаете? А как ты оказался в Media Lab? Ну, это была ошибка. Ты меня бесишь. Ты полицейским работал? Ты что-то имеешь против? Кто тебя вдохновляет? Ты. Умею передавать красоту. Первый, кто снял Барвихи из нас свадьбу. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым фотографом Максимом Пермяковым. Макс, привет, расскажи о себе, с какого года ты начал заниматься фотографией, как пришел к этому? Привет, Мика. Я начал фотографировать уже со школьных времен, где-то это в 10-11 классе начал. Первый раз фотоаппарат, наверное, в руки взял. У нас в школе был, такая фотостудия была даже, наверное, скажу, профессиональная. И у нас учителя были, не которые вот с дома принесли фотоаппарат, пощелкали, ушли, да, а именно вот люди, которые именно снимали наши мероприятия, которые были на всех наших праздничных вот этих, да, мероприятиях, вот повторюсь. Они были учителями, ну и параллельно вот фотографировали. Они умели хорошо, да? Да, они умели очень хорошо фотографировать. И вот именно первый базис в техническом плане, в теоретической части я именно уже начал уже вот, в то время брать, получается, ISO, выдержка, диафрагма, вот эти моменты основные я уже начал понимать в школе, да, получается. Советовался у них, спрашивал, что и как делать, получается. Вот. У нас еще в школе вот в то время наш учитель фотографировал даже актеров, актрис, Сахатеатр. У нас даже они были, портреты их развешаны. Я, возможно, даже в какой-то мере этим вдохновился. Ну и как-то вот пришел к этому. ЕГНГ. Да, я закончил Якутскую городскую национальную гимназию. Я этим горжусь. Закончил я в 2015 году. Ну и даже по сей день не заканчивая, ни на шаг не отходя от этого, я фотографирую. В общем, у вас в школе талантливые люди учатся. Ты, Нургун Тимофеев, жена моя. Да. Кстати, вот учась в школе, Нургун-то старше меня на несколько лет, получается. Я уже видел, как он снимает, свадьбы снимал, да. В то время-то он был одним из топовых фотографов, наверное, я... А сейчас? Нет, что ли? В общем, да, я в какой-то мере, возможно, даже подражал ему. Ну, как подражал? Смотрел на него, равнялся, да. Вот топовые фотографы все-таки в то время были, получается. А я думал, ты начинал с видео. Ты не с видео начинал? Да, я начинал. Или профессионально так начинал с видео? Нет, не то, что профессионально. В какой-то мере ты прав, то, что я начинал с видео. Я начинал с видео. То, что я снимал, ролики снимал, там, такие несерьезные, не то, что несерьезные, просто начал от этого снимать всякие мероприятия, ролики, какие-то такие. Это в школе или да, после? это в школе снимал, и после школы студенчества, и в первом-втором курсе, наверное, это было. После школы, по-моему, когда я закончил школу, я пошел к Ивану Тищенко. Да, или это во время школы было. Помню Да, он вот в то время, когда мы тоже, да, вот начинали только, он был тоже одним из лучших видеографов в Якутске, наверное, самый такой, да, аксакал. Говорят, что он в те времена лучший был, да? Ну, он лучший был. Я просто тогда не снимал еще. В то время Саша Красновский был, вот Стефанов, да, вот они. Это вот эта старая гвардия, которая была, вот, да. Я вот первые тоже такие курсы у него тоже проходил, у Ивана Тищенко. Он меня обучил каким-то таким определенным моментам, вот. Ну и как-то так тоже, да. А как ты оказался в Media Lab? Так, к Петру я пришел, наверное, уже это позже было, в 2000... Когда это было, Петру, я не помню, в 2017-2016 году, наверное, где-то так. Примерно ориентировочно в этом промежутке это было. Я не сам пришел к Петру, по-моему. Это он сам по меня позвал, он написал мне, пригласил себе команду, но я пришел, с радостью согласился. Спасибо Петру, то, что, да, вот оказал в то время такое внимание тоже. Научил азам определенным тоже. Ну и ходил к нему как второй оператор, третий, видеограф, да, получается. Снимал банкеты. И
На сборах тоже присутствовал, ну, тоже так наблюдал, получается. Это тоже помогло мне в развитии, дало какой-то толчок определенный. И в каком году ты ушел оттуда? Ушел я от него ушел, да. Подожди, когда мы Ну, сколько вы расстались, вместе работали? Года 2, наверное, года 1,5-2, где-то примерно так. Ну, были хорошие времена. Не сложно ли было перейти из видео в фото? Хотя ты начинал же с фото. Да, было несложно совсем, потому что я умел совмещать это. Я уже понял для себя, что фотография для меня ближе, она для меня более притягательна в каком-то плане, и я уже начал развиваться именно в этом ракурсе. Я когда сам захотел перейти на фото в начале еще своего пути, я сходил на мастер-класс Круфа, что-то и пытался изучать фотографии, и снимал творческие съемки, и вообще не получалось ничего. Тебе вот как это у меня это получилось перейти, да. перейти к фотографии, да? Наверное, было легко из-за того, что ты начинал немножко с фотографии, вот у вас в школе, да? Ну, на самом деле не прям так, конечно, легко было. Я-то посещал очень много мастер-классов с начала своего творчества, да, получается. И по сей день я всегда езжу повышать свою насмотренность, квалификацию, так сказать, да. В год 2 раза и то бывает. Перед началом сезона свадебного летаю, в конце сезона, чтобы не перегореть от этого всего. Про мастер-классы мы поговорим позже. Ну, давай, хорошо. Помнишь свою первую съемку? Фото. Не фото, это первый заказ давай, наверное, лучше. Давай свадьбу. Свадьбу? Первую свадьбу? Да. Первую свадьбу я не помню. Прикинь. Первый заказ помню. Я могу первый заказ, Давай, потому что он был такой очень вообще провальный, наверное. Первый заказ у меня был вот когда я в школе учился. Я вообще авантюрист полнейший. Получается, разместил свое объявление в доску ЕКТ. То, что я снимаю юбилеи, свадьбы там, и так далее, вот эти моменты, да. И поступил звоночек, то, что вот какого-то числа будет юбилей, хотим вас позвать. Никаких работ, соответственно, у меня в то время не было, чисто, полный авантюризм получается. Сколько ценник сказал? Кстати, про ценник. С ценником я где-то после того, как они позвонили, договаривался с мамой, получается. Минут 20, наверное, где-то это все длилось. Я у нее спрашивал, сколько мне назвать. Ну, боялся, потому что... И потом сказал... Еще. Да, молодой, конечно, ничего не понимал. 5000 сказал. Это была видеосъемка, получается. Не фото, а видеосъемка. 5000 сказал, они согласились с радостью. Это первый заказ. Я в то время Чараид же был вот этот, который на Каландрашвили. По-моему, там это было. И позвали на весь банкет, на всю банкетную часть, получается, с 6 там, или с 5 часов до 11-10 часов где-то ориентировочно. Так. Все это за 5000 в то время. Отснял, конечно... 100% я провально, потому что у меня был один фотоаппарат, одна батарейка. Это еще фотоаппарат был Nikon, по-моему, первый. И, соответственно, во время съемки со штатива у меня села батарейка. Первый этот даже не закончился. Первый блок даже не закончился, у меня закончилась батарейка. Что я сделал? Я вытащил телефон и начал на телефон сливать, короче. Я вижу там у юбилярши лицо такое, короче, серьезно. Она поняла, что мы совсем новички. Кстати, я был не один, у меня был там одноклассник, Леня. Мы с ним начинали, получается, вот это, да. И на двоих один фотоаппарат, по-моему, тогда был. Или 2. В общем... Купили его или со школы? Купили. Мне мама, по-моему, в то время купила мой первый фотоаппарат. Вот. И все, провально полностью сняли. На монтаже был вообще полнейший хаос. Вот эти 5000, которые мы получили, гонорар разделили пополам, по 2,5, в то время как будто это большие деньги, конечно, были для вы же еще школьники. Да, для школьников, да. Вот. И как-то так отдали материал. Естественно, юбилярша была недовольна. Она мне позвонила, по-моему, еще. Сказала, свои претензии, получается, да, негативный отзыв свой оставила. Но... Спасибо ей за то, что она просто сказала вот так-то, так-то. Я вижу, что вы начинающие ребята. И
Я, короче, понимаю вот эти моменты. Ну, вот повезло. да, нам повезло, спасибо ей. А это мотивировало тебя или наоборот? То, что она меня наругала, что ли, Да. мотивировала? Ну, для некоторых это может быть мотивация снять в следующий раз более серьезно отнестись, как-то доказать себе, или наоборот, ты впал в легкую депрессию, Ну, стресс. депрессняк определенный какой-то, наверное, в то время был все равно, конечно. Но недолгий, не прям так, чтобы этот загнался в угол. Ну и постепенно начали работать в А этой сфере. первую фотосъемку? Честно говоря, я первую фотосъемку вообще не помню. Это надо, наверное, в архивах перерыть. Почему-то я, честно, вообще не помню мою первую свадьбу. Потому что, наверное, все-таки не первая свадьба, это не фото было, а, наверное, это видео. Вот. Не из-за того, что я стыжусь или что я реально не помню, какая там свадьба была. Ты принес в Якутск свой собственный стиль, такой фэшн и такой московский стиль. Расскажи про это. Как я пришел к этому? Да. Ну вот осознанно я начал фотографировать, наверное, уже в 2018 году. И вот начал смотреть, много анализировать, наблюдать за людьми, за фотографами, не только здесь якутскими, да, фотографами. А именно к такой свадебной, модной, такой стильной, элегантной стилистике я пришел в 2021 году, когда уже понял то, что вот да, у нас все начало замыливаться, все снимают одно и то же, ну как-то все это однотипно начало. Я это понял и начал других московских ребят смотреть. И в 2021 году это у меня переломный мой момент, когда я поехал на мастер-класс Виктории Романовой, она участница ТОП-15 Москва, прошел такой определенный опыт. Она мне помогла все это увидеть. Насмотренность моя очень сильно развилась в тот момент. И я понял, что нужно вот в таком стиле, в таком темпе снимать у нас в Якутске, показывать, что такое что такое тоже можно у нас снимать в Якутске. Вот такую красоту выдавать у нас в Якутске. Не только же большие города могут такое делать, получается. Ну и, наверное, сидя сейчас на этом месте, скажу, что хорошо получилось, людям это понравилось, и люди ко мне начали приходить, обращаться, доверять мне, им понравился мой стиль, получается, да. Ну да. Так. Ну, иногда ты же снимаешь классику тоже. Как сказать классику? Это умение совмещать плади. Это не значит, что вот стильная фотография... это определенный процент фотографии получается. Не все 100% фотографий у тебя получится вот в таком ключе, да, получается. Обязательно классика — это же обязательные кадры, которые должны присутствовать во время свадебной съемки, получается. Портреты определенные красивые, да, портреты жениха, портреты невесты с различных ракурсов, портреты с родителями, вот эти моменты. Обязательно их я все равно затрагиваю. Не значит, что я как-то сильно их странно ставлю в какие-то определенные позы, да, усложняю все эти моменты. Нет, я просто умею это хорошо совмещать в своей работе. Какой-то процент репортажа делаю во время банкета, во время прогулки тоже, да. Вообще репортаж — это тоже такой ключевой момент в работе фотографа. Стилистика, вот эта стильная, которая элегантная, да, ее я тоже снимаю, получается, но определенный процент получается. Классика, она всегда ценится, и ее тоже, мы должны снимать полгода. А если пара тебя попросит снять что-то другое, то, что ты не снимаешь, андеграунд какой-то, который... Клиент, который, грубо говоря, не мой, получается? Скорее всего, так. Да. Он говорит, да, ты хорошо фоткаешь это, но мне нужно такое. Что-то свое, где? То, что она хочет, вот этот андеграунд. Смотри, наверное, вначале я бы брал все заказы, да, которые бы шли ко мне. Все свадьбы, все съемки вот эти, да. Все, что попало ради денег, ради финансовой вот этой, ради финансов, получается, я бы все взял. Сейчас же, имея большой опыт, уже пройденные вот эти все моменты, да, я начинаю фильтровать такие заказы, получается. Ко мне уже, благо, приходят те
молодожены, ребята, которые уверены во мне, доверяют мне, их интересы сходятся с моими интересами, получается. Мы приходим к общему какому-то знаменателю, да, получается. И видят то, что в моих кадрах они могут, ну, получаться, да, ну, как-то так. И поэтому, наверное, я с какой-то вероятностью, возможно, ну, откажу в такой съемке, если попросят что-то такое совсем не мое снять, да? Если показывают референсы, ну, московские какие-то там шикарных локаций, американские, европейские, и говорят, мы хотим вот так же, прям вот так же. Что ты будешь делать? Ты понимаешь, что так тут не получится. Тут нет таких локаций. Или постараешься снять? О, такой интересный вопрос. Это во время встречи, наверное, я объясню им то, что вы должны отличать все равно то, что вилла — это вилла, да, Москва — это Москва. Ну, все равно нужно понимать вот это, адекватно как-то оценивать все эти моменты. Просто у нас тоже такое бывает у видеографов. Да. У нас часто же такой запрос же, да, получается. Но все равно я выслушаю их предпочтения и предложу какие-то определенные свои идеи для реализации красивых кадров, чтобы вот можно было бы снять здесь красиво, здесь красиво. Вот. Ну, с локациями определенно я бы помог бы им. Наверное, как-то так, вышел из ситуации. Но в договоре прописываются вот эти моменты, что да, вы должны понимать различия между такими тяжелым люксом, который там существует, ну, в Европе, в Москве, например, и у нас. А у тебя прям в договоре это есть? Да, этот момент у меня в пункте прописан. Может, у тебя взять? Ни с кем не поделюсь. Согласен ли ты, что у каждой пары есть свой вайб, и получается ли их всех у тебя раскрыть? Да, у каждой пары по-любому есть свой вайб. Раскрыть каждого, ну, да, мы стараемся это сделать, я стараюсь это сделать, почувствовать их, поймать какую-то определенную волну вместе с ними, да, и, ну, прийти к хорошему результату, сделать красивые кадры. А бывают ли недовольные клиенты после заказа? Мой негативный отзыв. Самый этот такой вопрос, да? Или щепетильный? Ну, у всех, наверное, бывает. Так, давай честно. В прошлом году, в 22-м году, был за весь сезон один негативный отзыв. Только один негативный отзыв. И как решили проблему? Ну, как решили? Никак не решили. Я следил. Деньги, соответственно, никакие они не потребовали. Но я-то полностью выполнил свою работу с моей стороны. Я полностью со сборов до конца банкета я отснял свадьбу, получается. Негативный отзыв заключался в том, что в цвете, наверное, им не понравилось. Они же выбирали твой цвет. Да. Вот поэтому нужно выбирать того фотографа, который вам нравится по вайбу, по интересу, и вам нравится его стиль, вам нравится его цвет. Не надо из невозможного сильно вытаскивать, короче. Тебе легче работать с парами, с которыми ты отснял Love Story, или без разницы можешь без Love Story прийти и сразу на встрече обговорить и прийти на свадьбу снять? Или нужно все-таки снимать Love Story? Как тебе кажется? Как, на мой взгляд? На мой взгляд, Love Story, Love Story, наверное, да, в каком-то проценте он помогает раскрепоститься мне, моей паре, чтобы потом в день свадьбы были не чужими друг друга там во время съемок чувствовать. Да, Love Story помогает именно, да, чтобы коннект словить. Да, это инструмент, наверное, какой-то определенный, чтобы сработаться вместе с парой. И чтобы в день свадьбы все чувствовали себя комфортно. Потому что мы же весь день с ними находимся, получается. Но не скажу, что если Love Story не снимал, значит, я плохо сниму свадебный день. Нет, такого нету. Все равно это профессионализм. Мы умеем работать и выдадим все равно хороший, лучший результат. Свадьба с организаторами. Да или нет? Да, 100% да. Раньше, возможно, да, когда-то я мог в обиду сказать организаторам: извините меня за это.
что можно было провести свою свадьбу, ну, вообще свадьбу, да, без организаторов. Можно, наверное, я в то время как-то резко выразился в начале своего пути, что организаторы не нужны. Нет, сейчас же я 100% уверен, что организатор нужен. Во-первых, для вас, чтобы вы расслабились, чувствовали себя, ну, не волновались, в общем, в день свадьбы. Лишние вопросы вас не волновали. Именно в работе со специалистами это тоже отражается. Элементарно, когда нужно ну, оплатить да, гонорар наш. Не вам самим приходится там вот этими конвертиками ходить в конце свадьбы. Не нужно к вам будет подходить, вас лишний раз дергать. Не нужно смотреть телефон. Да, телефон, мобильный банк открывать. Нет, я имею в виду во время, если какой-нибудь случай произойдет. Да, да. Артистов и индей еще, Да, кстати. да. Артистов и чтобы контролировать, или не сидеть в телефоне, тайминг вот этот наблюдать. Да, вот как-то лучше с организатором, я уверен. Нужно на этом тоже не надо экономить. Хотя, я на своей свадьбе без организаторов был. А, да? Да. Это была ошибка. Это был какой год? 18-й. 18. Но это была ошибка. Фатальная ошибка. Ты чувствуешь конкуренцию? Нет. Конкуренции вообще нет. Шутка. Ну, есть, конечно, конкуренция. Конечно, есть. Но нужно к этому как-то так спокойно относиться. Я же спокойный, ты же знаешь. Ладно. Ну, конечно, есть здравая конкуренция, да, с фотографами все равно какая-то определенная есть, но это мотивирует все равно. Ты не расслабляешься, ты не должен сдавать свои позиции, да, должен постоянно в темпе быть, развиваться, энергетика не проседать, короче. Не стоять на месте. Не, вообще не должен стоять на месте. Здесь, если ты вот какой-то застой поймаешь, все, ты уже на вылет, короче. Постоянно надо развиваться, постоянно в темпе быть, новое изучать, смотреть, анализировать. Короче, это, голова, да, постоянно должна работать. А чьи фотографии больше нравятся в Якутске? Такой коварный вопрос. Ну, не обидеть никого. Не обидеть никого, где? Это не обязательно же свадебщики. Не обязательно. Где? Да. Кеша Хатулаев четко снимает. Кстати, он мою регистрацию, свадьбу снимал. Он четко снимает. Я к нему часто перехожу, обращаюсь. Сниматься. Портретки твои снимает? Портреты мои снимает. Классно снимает. Ну, Кеша красавчик, четко снимает. У него свое видение есть. Еще назвать кого-то, да? Могу назвать. Всех давай назову. Махса хорошо снимает, Макаров. У него вообще другой стиль. Репортаж. Репортаж. Он мою свадьбу фотографировал. Да. У него своя энергетика. Мы, кстати, 2 свадьбы с ним сняли параллельно. Это следующий вопрос мой был. Да, ладно. Как раз пришел к нему. Да, давай, говори. Как так получилось, что вы вместе с ним 2 раза в прошлом году же, да? Или позапрошлом? 2 раза вы вместе с ним 2 раза в тандеме сработали. Это, кстати, классный опыт, когда можно 2 фотографов звать на свадьбу и выдавать 2 разных результата, получается. Где? Первую свадьбу мы снимали Борислава. Алиса и Борислав. Да, Алиса и Борислав. Спасибо вам. Короче, четко сняли. Хотя было по времени чуть-чуть. Какие-то Иксан инманнык тох момент на резких дюттера. А так вообще четко мы с ним сработали, с тех Мамаровым. Потом 2-я свадьба Алексеева Варовского. Это мы в прошлом же году снимали. В прошлом году снимали. Тоже хорошо сработались, вообще классно. Кстати, вы же отдельно еще сборы снимали. Да, он снимал сборы жениха, я снимал сборы невесты. Тут как тебе, в основном невесты хотят, чтобы я их снимал, потому что, хотят стильно, вот как-то элегантно, красиво. А я умею вот это чувствовать, именно работать с ними. Уверен, да. Чувствую, умею передавать красоту невест. Вообще, вот эта же грань, вот это есть, существует. Ее я, хорошо чувствую, получается. Поэтому, наверное, доверяют.
Вам удобно было работать вместе, получается? Бастыка съемка, когда Бориславу снимали чуть-чуть, нужно выдавать результат Пуллади. Сложно было. Чуть-чуть. В первый час, наверное. Первые полтора часа. Пока мы прочувствовались, пока сработались, и потом уже понеслось. Не мешали Вообще друг не другу, мешали да? друг другу. Макс Белигинан Хулан, Антон Минхулавун Индия. Надо уметь вот это тоже делать. Когда даже с видеографами вот работаем, где нужно уметь выделять друг другу время для съемок, получается. Не перебивать, не мешать друг другу, уважать эти границы, получается. Снять по очереди. Снимать по очереди. Или вместе. Вот, да. Вот мы же вот это прочувствовали. Четко же работаем. Вот это вот уметь надо. Для новичков совет. Не нарушать границы друг друга. Ну, фотика и видика получается. А рилсмейкеры тебе не мешают? Рилсмейкеры? Нет, вообще не мешают. Я не против. Сколько ты зарабатываешь за сезон? За сезон не. Щепетильный вопрос, да. Антон, полный свадебный сезон, если отснять. Полный свадебный сезон летний, это считается у нас июнь, июль и август. Сентябрь не считаешь? Сентябрь, осень была, ты что? Ну, все равно там много свадеб бывает. Ну, ладно, сейчас сентябрь тоже возьмем. 4 самых жарких месяца. Если снимать пятницу, субботу и воскресенье. В воскресенье тоже свадьбы бывают. И зачастую летом именно 3 подряд мы снимаем свадьбы. Ну, умножаем, получается, просто. В среднем мой прайс начинается, ну, у всех, не только, наверное, у меня, у топовых якутских фотографов, которые более-менее уже востребованы на рынке, начинается от 45 тысяч примерно, набросок, скидку скажу, от 45. Ну и это один съемочный день. Чем мой прайс от 45 до 75. И, ну, примерно вот это нужно будет просто умножить. Я сейчас не буду умножать, говорить. Но имейте в виду то, что мы работаем сезонно, мы много тратим на технику, на обучение и на обработку, соответственно. Это же мы не только один день на это уводим. Отсняли, ушли, все, до свидания, вот Ахпулладе. Мы потом это обрабатываем, сидим это ночами, несколько дней. На авто весь сезон проездить, потом ремонт. Ну, автомобиль, кстати, да, тоже расходный материал, бензин. Затрат очень много на самом деле. Вот он на одежду тратит много. Блин, на самом деле здесь очень простая одежда. Это для него еще простая. Вот простая. Ты меня постоянно говоришь, что я типа так одеваюсь. На самом деле все просто. Я вот в одном пиджаке уже несколько лет хожу. Так, я тебя сбил дальше. Так, что было? По сумме, где? По сумме, а то умножайте сами, я не буду говорить, наверное. Так. И, кстати, про одежду. Вы привозите с женой из-за границы вот одежду и продаете тут. На этом ты зарабатываешь больше, чем на свадьбах? Нет. Не больше. Но это, я пытаюсь быть вообще разносторонним, получается. Не засиживаться на одном месте, не только, одним и тем же заниматься. Так можно прогореть. Очень быстро можно прогореть. Все время одно и то же, если делать, рутина вообще человека седает. Я вообще за то, чтобы развиваться разносторонне. И вот привезти одежду с Турции была идея, наверное, больше моей жены, чем, моя идея. Поддержал эту идею, эту инициативу. Просто взяли спонтанно. Первый раз полетели в декабре, по-моему, или в ноябре мы слетали, я точно уже не помню. На 4 дня или на 5 дней. Взяли тур вообще спонтанно. За 1-2 дня это решили, полетели. И вообще опыта нету в Булладе, не знаем Булладе. И закупили с торгового центра. Вообще напрямую. Просто пришли и закупили 2 полных чемодана или 1. В общем, полный чемодан одежды, юспа. Все. И потом прилетели. В канун Нового года борода разлетелась. И сейчас до сих пор продаете? Нет, сейчас уже больше. Это на стопе стоит. Здесь нужно уметь моменты знать. Праздничные. Вот в таких моментах мы можем что-нибудь такое спонтанное. Это как дополнительный. Дополнительный заработок. Это не основной был. Просто в кайф, интерес. Про разносторонность. Ты полицейским работал в год ковида.
Я даже видел тебя, как ты в форме ходил, несколько раз ходил, улыбался там, ходил. Я так и знал, что ты про это спросишь. Я так и знал. Но не подготовился ответить на этот вопрос. Расскажи. Это было такое. Да, был момент. Я в этот момент перестал, снимать, фотографировать, получается. Ковид, Потому что все стопорнулось, да? Ага. Ну и тогда я не был таким востребованным фотографом. Никто про меня не знал, и такого дохода у меня совсем не было. И нужно было как-то что-то придумать, как-то тоже зарабатывать. Решил попробовать себя в другом. По образованию? Чуть-чуть. У меня, если честно, другое образование. У меня 2 же высших образования. Первое образование — это Институт языков культуры народов Северо-Востока, ИЯКН. Учитель якутского языка. Ахлы ханрахтах был мне, по идее. Да? Ага. Сахлы? По идее, хахатылын учителамын. Ничего себе. ИЯКН. Без саламны өрмедем. 5 лет. Потом магистратура, автодорожный факультет, АДФ. Подумал, что нужно что-то чуть-чуть другое, да. Поступил. Организация безопасности дорожного движения какие-то. Думал, по линии ГАИ пойду работать на этот. Тохтехави. Да вот, торганник парба. Какой-то такой все равно этот. Детская мечта какая-то определенная, да. Ну и попробовал. Ты с детства хотел, да? Нет, не то, что прям хотел. Просто... Мечтал? Не мечтал? Да, какая-то романтика же есть вот эта полицейская. Как у некоторых. Да, да. Просто попробовал и поступил на службу. И как? В конвой поступил. Проработав там не больше месяца, решил, что не мое. Потому что это реально тяжелая работа. Работа сотрудника ТОХПа — это призвание. Надо реально изначально к этому готовиться уже, наверное, со школьных времен. Это не спонтанное решение, как я таковое принял, да. Но опыт, я понял, осознал какие-то моменты, получается. И решил, что я предназначен для чего-то другого, наверное. А вернешься ли когда-нибудь в полицию? Нет, наверное, скорее всего. Не зарекайся. Наверное, в 99% скорее всего нет, точно. Вернемся к фотографии. Некоторые фотографы стоят так же, как видеографы. Почему фото должно стоить как видео? Ты что-то имеешь против? Я ничего не имею. Почему фото должно стоить как видео? Нет, что-то какой-то такой вопрос. Но работу мы же одну и ту же все равно должны выполнять. Или ты думаешь, что видеографы, вы много что ли делаете? Нет, смотри, у нас просто 2 оператора работают. Ну, у нас тоже иногда бывает второй фотограф, который... Ну, это очень мало бывает. Не, я думаю, мы ничем не отличаемся. Специфика работы одна и та же, во-первых. Почему мы должны стоить? С чего это? Ты решил, что мы должны дешевле? Потому что 2 человека работают. У видеографов те? Да. Например, это... Повысьте там на заработок видеографа. Все. Что, мы виноваты, что ли? Это ваши проблемы. Повышайте сколько хотите. Там я пара плюс-минус химбит так был. Должны вместе расти. Все равно в одной сфере работаем же. Как-то так. Ты снимал свадьбу в Москве. Чем понравилось? Почувствовал вайб московский этот? Да, я снимал свадьбу в Москве. Это слишком, наверное, даже громко, звучит. Я снимал якутских ребят, наших в Москве. Никита и Нигина. Да, Онегина и Никита. Спасибо им большое за их доверие, оказанное в то время. Это вообще большой левел-ап был, честное слово. Классные ребята. Да, вообще, они сами такие стильные, крутые, и у нас очень получился красивый контент. У них была регистрация в Барвихе, получается. Барвиха. Барвиха, лакшери вилла. Барвиха. Барвиха. Я, наверное, первый, кто снял в Барвихе из нас свадьбу. Ладно. Не суть, Да, снимал. Прочувствовал ли я вайб? Там же совсем гостей не было, получается. Не было банкетного какого-то вот этого меню, да, получается. Именно снимали сборы в Москва-Сити. Москва-Сити снимали. Я там тоже в первый раз тогда снял. Вообще мне
Классно было, короче. Самый этот был у меня. Восход вот этот, короче. После мастер-класса как раз я был. У меня вообще прилив этого всего. Жестко заряженный был вообще. Выдать результат по максимуму вообще. И я не облажался, кстати. Хорошо снял. Сборы сняли, прогулку снимали по Москве, ну, по основным каким-то локациям. Благо то, что они все это знали, где красиво. У них очень, ну, чувство стиля у самих тоже было развито, поэтому они в какой-то мере помогли Балладе в этом. И сняли роспись, и потом отправились на теплоходе в конце, завершающая часть в Москве, вот это была, да. И тоже очень классные кадры были. В основном снимал их двоих Балладе. Как вообще полный день прогулки круто. А сколько часов потратили? На съемку, в смысле, да. что ли? Ну, весь день. С утра с 10 утра примерно до 10, наверное, 9-10. Точно не могу сказать. А на чем передвигались? На пробки, вот пешком, это все было? По-моему, пешком даже. Пешком? Самокат был даже, помню. На самокате передвигались с одной съемки в другую. Кстати, еще в ЦУМ заскочили. В ЦУМ заскочили, а? Угу. Я там вообще чуть-чуть шок поймал. Мы зашли в ЦУМ, получается, и они кроссовку купили. Вообще, люкс Балладе. Угу. Классно это было вообще наблюдать тоже. Зашли и взяли, и вышли, где круто. Ну, это же такой прикольный момент был. Ну, крутые ребята. Ага. Кайфанул. Вообще 100% кайф словил. У нас получилось. Потом мы снимали здесь, в Якутске, их свадьбу. С тобой вместе. Ну, Я тогда тебя продал им. продал. Я продал тебя. Шутка. Толчок хороший дал. Это работа. Очень большой толчок. Вообще очень. Собираешься ли ты участвовать на Wedding Awards в этом году? Да, честно говоря, хотелось бы попробовать. Ты же не участвовал, да? Да, ни разу не было такого, чтобы я подавал свою заявку туда. Но в этом году очень хочу попробовать собрать очень крутую серию именно с якутской стилистикой. Били Москвалар, интересно Балладе, то, как мы снимаем. Им не нужно показывать повторение их повторение им не надо делать. Там немножко другой подход сделать нужно. Просто нужно именно якутский стайл показать, наш. Я согласен. Да, не надо им по лакшеривости, да, какой-то по тяжелому. Потому что мы никак не перебьем. Мы никак не перебьем это, надо это честно признать. Там совсем свадьбы многомиллионного оборота Балладе. Но сейчас все говорят то, что можно снимать круто, классно, и бюджетные свадьбы получается. Я начинаю с этим соглашаться, и я согласен с этим. То, что можно выдать красивый, классный результат с умением подходить, умением собирать серию свадебную правильно, грамотно. Находить красивые кадры, красивые моменты, репортаж какой-то определенный делать. И все это грамотно выстроить. И в этом году я хочу попробовать. Пусть это будет моим обещанием, что я подамся и хотя бы в какой-то топ пробьюсь. Топ-100 хотя бы. Хотя топ-100 России, Аллахпана, это вообще, да? Это же уже уровень будет. Ну, в конце сезона как раз посмотрим, запишем подкаст. Давай, попробуем. Кто тебя вдохновляет? Ты. Не. Заново спроси. Ладно, шутка нет. Вдохновляет тебя. Вдохновляет не только фотографы, да, или именно ты по фотографии хочешь у меня узнать, да, кто меня нет, вдохновляет? в общем, кто тебе дает вдохновение, работать, заряжаться? Вдохновляюсь я, наверное, в большей мере, если именно по фотографии говорить, то стараюсь наблюдать в Инстаграме другую аудиторию, ту же московскую, европейскую аудиторию смотрю, где не нужно ограничиваться именно только этим нашим окружением, да, например. Когда я начинал фотографировать, тогда я только на наших смотрел. В то время Жека Уранхай, да, тоже Ниргун Тимофеев, Киннергорор был там где. И подражать пытаешься онлайн, копировать как-то. Да, не надо только этим ограничиваться, нужно смотреть обширно, наблюдать за пределами своего города. И помимо фотографий вдохновляюсь, наверное, нужно отдыхать вовремя.
Уметь отдыхать надо. Не постоянно работать. Да, не постоянно работать, уметь говорить себе, стоп, в рутину не заходить вот эту, да, получается. Конечно. Семья, с семьей провожу время, стараюсь. Нужно уметь, комбинировать вот это время. Играешь в баскетбол, волейбол с друзьями? Не, баскетбол я не умею. Да, спортом заниматься надо. Ты же еще с кикбоксингом занимаешься? Качалка? Панчер, хожу в панчер. Спасибо ребятам за то, что позвали меня в свое время и сработали с ними. Да, спасибо им тоже. У Ты меня сейчас времени просто вообще нет. Ладно. Да, спортом ребенок как родился, все, времени нет. Ага, понимаю. Нужно, да, грамотно уделять время семье, грамотно уделять время работе, совмещать. Следишь ли ты за трендами? Честно, на ботах. Того? Не знаю, просто я не прям так шибко, не заморачиваюсь сильно по этому поводу. Да, возможно, где-то промелькает. О, классно, ребята сняли. Вот круто, что-то интересное, выдали идею. Круто, так могу просмотреть. А так, чтобы были показы, моды, какие-то бренды следить. Джигар, нужно это делать. Я не говорю, что этого не надо делать. Это нужно, по идее. Насмотренность развивать. По фотографии. Свадебной фотографии. Следишь ли за трендами там? То да, наверное, в какой-то мере, да, пытаюсь смотреть. Но я же говорю, все-таки, да, я не заморачиваюсь прям сильно. Сильно не заморачиваюсь. А сколько раз ты ездил на МК? На мастер-классы? За все время своего творчества очень много раз. Наверное, даже не сосчитать. После того, как окончил школу, уже, наверное, все это началось. Ездить на мастер-класс. Сперва к портретным фотографам ездил в Питер. Моя жена в то время в Питере училась, поэтому я часто в Питер летал и старался совмещать обучение с отдыхом, получается. Первый мастер-класс был у, наверное, Стаса Лепы. Это портретный фотограф Питера. Потом у Сергея Сараханова, тоже портретист он. Наверное, вот из-за того, что я посетил вот эти мастер-классы, я умею хорошо портреты снимать, умею чувствовать вот этот момент. Это тоже уметь надо. Или не просто так взял, снял портрет, не у всех это получится сделать. Именно база была, я это уже привнес в свою свадебную фотографию. Потом я ездил обучаться к Виктории Романовой. Я же рассказал, да, до этого. И потом ездил к Арсению Прусакову обучаться в свадебной фотографии. И последний раз я был у Павла Голубничева. Он тоже один из лучших свадебных фотографов России. В общем, я очень часто езжу на мастер-классы. Еще, кстати, у Юли Франтовой был. Она в свое время была лучшим репортажником. Да, вообще, она очень крутая. Я ее видел была на фестивале репортажников в Москве, когда был, в 2019 году. Это было в рамках Питерского свадебного форума. Там обширная свадебная выставка была, где были лучшие свадебные специалисты. И записывался к ним на обучение, получается. Как-то. А у Павла, я видел, в ТОП-15 Москву, там он сфотографировал какую-то пару, и там костюм такой прикольный был, и я на свою свадьбу такой же костюм захотел сшить, и ему написал. Да, ответил. Это, оказывается, постановочная свадьба была. Возможно, постановочная. Вроде он так говорил, да. Да, такие съемки бывают, Влади, постановочные. И в итоге тоже сшил. Классно. Созрел ли ты для своего МК? Потому что в запрещенной социальной сети ты об этом писал. Недавно, буквально. Хотелось бы попробовать провести свой первый мастер-класс, если будут желающие, будет интерес к созиданию именно, к моему творчеству. Думаю, возможно, к концу этого сезона анонсируем. Я же тебе предлагал. Я тебе предлагал делать совместный мастер-класс. Было бы так интереснее. Я думаю, я пока не готов учить. Совместный мастер-класс фото и видео было бы намного больше интереса людям прийти. Возможно, да. Надо в этом году сделать. Посмотрим. Надо. Ты выступал в роли спикера в позапрошлом году в школе невест от Wedding Secret и в этом году в Bridal Party от Богемы.
премиум. Понравилось? Получилось неплохо же? Да, мне очень понравилось. Первый раз, когда меня позвали выступать спикером, это у Ани с Надей, Wedding Secrets. Спасибо им. Ну вот это вот тоже было в тот момент, когда я вот привнес вот эту стильную фотографию. И они это, наверное, увидели. Спасибо им за это, то, что меня позвали выступить на их мероприятии. Очень понравилось. Кстати, после выступления пришел тоже какой-то определенный поток клиентов ко мне, именно после спикерства. Мне очень понравилось. И потом в этом году я выступил уже у Богемы, рассказал про основные элементы с Васей Петуховым, Diamond Films. Рассказали про основные моменты свадебного дня. Ну и как-то так. Мне очень понравилось выступать. Твоя любимая свадьба, которую ты снимал, или работа, прям за которой ты гордишься, ну вот из свадеб? Ну, не в обиду другим, не хочу никого обижать. Ну, наверное, вот эта свадьба московская, которую я снимал Онегине и Никите, потому что это было, Аллах-биле, в начале именно вот этого моего взлета. Она мне очень понравилась. И я вот сразу в тот же день пошел обрабатывать эту серию свадебную. Бывает такое иногда, да? Да, иногда такой прилив приходит, когда, Аллах, ты отснял материал какой-то и вообще горишь желанием, поехал домой, он в тот же вечер обработал и выложил. Ты сразу выложил? По-моему, через пару дней, да, точно. Но сел за обработку в тот же вечер в Москве сразу там же, потому что у меня свой ноутбук там был в то время. Взял с собой. А много ли семей, которым ты снимал свадьбы, сейчас зовут тебя на свои фотосессии? Типа Тохте, как семейного фотографа, дальше, после свадьбы. Толя, да, с Настей зовут тебя? Ага, ну да, много пар ребят, которые меня после свадьбы позвали к себе дальше снимать, например, рождение, да, детей, на выписку даже звали несколько раз, потом уже на годовасие детей зовут снимать, ну и уже так, да, продолжается. Мне очень приятно, когда уже зовут на такое, и чувствуется уже доверие. Уже как семейный фотограф стал. Классно. В этом году свадеб меньше, чем в прошлом году? Да, свадеб меньше. А с чем это связано-то? Ну, с тем, что этот год высокосный, во-первых, наверное. Это все равно отражается в людях, пладях, в их выбору, сыграть свадьбу в этом году или нет. Ну, я думаю, 80% из-за этого. У тебя не бывает проблем с отдачей материала, со сроками? Как ты все успеваешь делать? Это такой... Ты, в принципе, очень быстро же делаешь. Да, я стараюсь всегда укладываться в свой срок, потому что, ты выполнил работу, ты должен сроки соблюдать по ладе. В договоре у меня прописано до 2 календарных месяцев, но я зачастую стараюсь давать в течение 1 календарного месяца. При нагрузке, даже при летней нагрузке стараюсь это сделать, то в этом мне помогает, наверное, делегирование времени. Хотя у меня это, честно скажу, не очень хорошо получается. Жена помогает. Когда дети, жена помогает? Жена помогает не в плане обработки, помогает, за детьми смотреть. Понимаешь? Когда дети есть, нужно же время правильно уделять. И семье нужно, и работе правильно. И не уставать от этого, и не там, и не тут тебе круто. Вот. И, наверное, да, 50% успеха зависит от моей жены, которая мне помогает, чтобы я сидел в обработке, в будние дни. Мы же обрабатываем в будние дни, в выходные работаем. Вот как-то так. Волшебной палочки не существует. Ты ночью обрабатываешь или днем? Раньше обрабатывал по ночам. После 11 часов садился в обработку и сидел по несколько часов, на несколько дней. Первый день это у меня идет отборка материала, черновая отборка получается. Я отсеиваю ненужные кадры, замазанные кадры. Второй день я перекидываю их в Lightroom и уже накладываю цвет. И в тот же день стараюсь уже более предчистовую вот эту отборку сделать. И третий день у меня уже досконально сижу, хорошо в цвет подгоняю и ретушь делаю. Примерно как-то так. Но ночью стараюсь сейчас не обрабатывать. У тебя 2 ребенка. Как ты работаешь дома? Они не мешают, вот когда ты днем
садишься. Ага. Ну вот. У меня вот ребенок родился, я вообще могу только ночью, и то еле-еле время нахожу. Поначалу, да, бир сложновато было. Но без помощи жены я бы тут по-любому не обошелся бы. Она за ребенком, за детьми смотрит, и я в это время, стараюсь работать, обрабатывать. Но, куда-то уходить в другое место, пока я так еще не практиковал. Ну, где-то в кофейне или в коворкинг-центре в каком-то пойти поработать. Такого у меня еще не было. Все, у себя дома работаю. То стараюсь совмещать правильно. Не усиживаться долго и не уставать, короче. Чувствую дохана. Жена подарила PS-ку. Да, я играю в нее. Теперь играешь. То я не прям сильно играю. Я раньше был задротом, наверное. Когда, в школе долго играл. По несколько часов мог проводить за компьютером. Сейчас вообще такого нет. Сейчас я вообще в неделю раза два, может, включу я эту PS-ку или нет. В комп, наверное, вообще в неделю раз включу. Все время на маке работаю. Нет, у меня сейчас вообще нету времени играть. В твоей свадьбе кто ее снимал? Мою свадьбу 2 фотографа снимал. Регистрацию снимал вот Кеша Хатылаев. 7 июля мы расписывались. У нас бзик на дат. Или у меня, можно сказать, 0707. У меня тоже так было. 0707. 0202, типа, бзик на дат. Ты же любишь повторяться. Ладно. Я даже не знал. Потом, это было в июле, и потом в сентябре, 9 сентября 0909 мы сыграли полностью свадьбу. Там снимал Коля Тюген. Николай Тюген. Видео снимал? Вася. Diamonds Films. А кто был ведущим? И организаторов же не было, ты говорил? Да, у нас в то время не было организаторов. Ну, сейчас бы я, конечно, позвал бы организаторов 100%. Это моя ошибка была в то время. Все сам с телефона сидел, делегировал. И певцов, артистов, да, вот этих, торт даже. Вот это. Ну, вот эти моменты все через телефон делегировались, получается. Оплата, по-моему. Все, да, это фатальная ошибка. Так не надо делать. А ведущими у меня были Егор Щепков и Юра Романов. Джагёса и Джука. Ага, в то время это, наверное, был, один из первых опытов позвать 2 ведущих на одну свадьбу сразу. Раньше как делалось? Были на первый стол отдельно и на второй стол отдельно, типа. Нет, Мембулана сразу взял 2 и сразу пустил. Вообще четко сработались ребята. Вообще классно. Мне очень Тогда это нововведение было, да? Ну, наверное, да. Нога шибко не практиковалась. Хотя были моменты, но не всегда. У меня они тоже классно провели, только они в разных блоках проводили. Ну вот. Ага. А у меня сразу и даты, видишь, у меня тоже 0202, 23, ну, вот 08, 23. Ну, повторяешься. Я даже не знал. Вы часто выбираетесь за границу. В этом году вы летали в Арабские Эмираты. Что, как понравилось? Ага, за границу часто стараемся летать. Очень понравилось. Вообще классно было. Полетели же без детей. Отдохнули. Нам очень понравилось. Мы ненадолго летаем, когда так улетаем-то. В течение недели отдохнули и приехали. Круто. А куда-нибудь собираетесь в этом году? Ну, планируем. Пока, шибко сильно не буду про это говорить, потому что, может, что изменится, какие-то планы поменяются. А так, да. Кем ты видишь себя через 5 лет? Ну, у меня будет около 30 с лишним. Я же 97-го года рождения. Ты не думаешь, что я такой старый? Ладно. А ты дальше, наверное, снимать буду. Снимают же ребята. Думаю, дальше. А через 10? Параллельно, наверное, надо уже что-то развивать совместно с фотографией. Ты не собираешься всю жизнь быть фотографом? Или... Ну, а кто хочет этим заниматься всю жизнь? Наверное, я тебе не Нет, наверное, все-таки какой-то определенно какую-то линию выстроим, продумаем что-нибудь, откроем что-то, наверное. Будешь пробовать? Да, как всегда. Залог успеха что-то попробовать сделать. И напоследок 2 вопроса. Какие рекомендации дашь молодоженам, которые выбирают тебя? Я скажу, чтобы вы полностью, во-первых, погрузились в свой свадебный день, полностью постарались его прочувствовать на все 100%, не отвлекались, не нервничали, не
не уходили куда-то там головой в другое, да, а полностью были в моменте, в сегодняшнем дне, и доверяли нам, доверяли мне, и мы сделаем все четко, красиво. Красавчик. Какие ожидания от сезона? В этом сезоне жду очень много красивых, творческих ребят. Хочу тоже, чтобы все сработались максимально, доверились друг другу и выдали очень классный, красивый результат, потому что я в этом году по-любому буду участвовать в каком-нибудь там свадебном конкурсе. Удачи тебе там. В конце сезона запишем выпуск, поговорим об этом. Давай. Все, давай, брат. Спасибо за то, что пришел. Получилось отлично. Спасибо за приглашение. Это был первый подкаст, который мы записали. Думаю, вам всем понравится. Будем записывать дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Первый пробный выпуск. Мне очень понравилось. Спасибо за приглашение. Мне, как первому человеку, который пришел к тебе, чуть-чуть было немного сложно, потому что, во-первых, я не очень хорошо по-русски могу выкладывать свои мысли. Может, где-то что-то неправильно сказал, ошибся. Не критикуйте это сильно, потому что хақалы хаңарарым бұдан мен қардық табылар дейхумарым. Анысқа хақалы ұғылықпыд. Давай.